Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Около 500 человек было эвакуированы из аэропорта Якутск утром во вторник. Силовые органы сообщают о якобы заложенной бомбе. Было задержано 7 вылетающих рейсов, проводится проверка. В столице республики студент вместо допуска к практике получил уголовное дело. 19-летний уроженец Намского района предъявил медицинскую книжку с явными признаками подделки. Документ был изъят полицейскими и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что штампы не соответствуют оригиналу. Как выяснилось, он хотел получить допуск к летней практике и, чтобы не проходить медосмотр, подделал штампы. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Парню, помимо отчисления, грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей. В Верхневилюйском районе возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». 56-летний подозреваемый незаконно добыл 8 соболей и лисиц без разрешительных документов с помощью капканов. По предварительным оценкам ущерб составил около 200 тысяч рублей. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в Алданском районе. Установлено, что в дневное время 7 марта текущего года 8-летний мальчик во время прогулки самостоятельно взобрался на крышу одноэтажного дома, расположенного на улице Федоренко в поселке Нижний Куранах. На крыше скопилась большая масса снега, которая сошла с крыши вместе с ребенком, и мальчик не смог самостоятельно выбраться из снежного завала. Предварительно установлено, что причиной смерти ребенка явилось общее переохлаждение организма. В ходе проверки установлено, что данный многоквартирный дом не обслуживался коммунальными службами, тогда как в нем проживала одна семья по договору социального найма. Кроме того, своевременного обращения в компетентные органы об исчезновении малолетнего ребенка не поступало, в связи с чем его поиски в день исчезновения не были организованы. В Якутии проходит первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации. Если вы готовы противодействовать наркомании, вы можете обратиться со своими вопросами или информацией по телефонам доверия, которые видите на экране. Полиция и мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в акции. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания. В международной повестке 2 черных ящика обнаружены на месте крушения самолета эфиопских авиалиний. Жертвами катастрофы стали 157 человек. Компания приостановила полеты своих 4 Boeing 737 MAX 8. Акции концерна Boeing в понедельник подешевели на 9%, рассказывает Алена Островская. Сотрудники Красного Креста разбирают обломки на месте крушения самолета эфиопских авиалиний. Они собирают в пластиковые мешки останки жертв катастрофы, по мере того, как экскаватор раскапывает территорию. Пассажирский Boeing 737 MAX 8, направлявшийся в Найроби, разбился в воскресенье спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Все 150 человек, находившихся на борту, погибли. Авиакомпания в понедельник заявила, что оба бортовых самописца обнаружены. В прошлом году самолет той же модели авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, унеся жизни 189 человек. Однако эксперты считают, что пока рано говорить, есть ли связь между двумя катастрофами. Концерн Boeing заявил в понедельник, что по итогам расследования индонезийского крушения необходимости обновления инструкций для операторов их самолетов не было. Однако акции производителя на утренних торгах уже подешевели на 9%. Несмотря на то, что причина крушения пока неизвестна, Китай, Эфиопия и Индонезия приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Собеседник Рейтер в американском правительстве сообщил, что не знает, какой информацией располагал Пекин, принимая подобное решение. Но Вашингтон на такие меры идти не планирует. На борту разбившегося самолета были представители 33 стран, включая 3 граждан России. Среди жертв авиакатастрофы были сотрудники Организации Объединенных Наций, направлявшиеся в Найроби на Ассамблею ООН, посвященную окружающей среде. В память о них конференция началась с минуты молчания. На этом пока все. Берегите себя.